Уходящий год стал знаменательным для всего православного мира. Осенью верующие отмечали большую дату – 1100-летие крещения Алании. Празднование вышло далеко за пределы Северной Осетии. В честь большого события в Петербурге и Москве проходили тематические мероприятия. Важной частью празднеств стал визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику. Обо всем подробнее в материале Валерии Козаевой. 1100 лет православия на Кавказе, 11 веков единения веры. Реставрация объектов культурного наследия стала одной из главных задач подготовки к празднованию знаковой исторической даты. Зрубский храм, крепость Кумбулта в башне в Данисаре и Луаре, а также средневековый храм в селении Итли. Восстановили и дом-музей Куста Хитагурова в селении Нар. Фотографии, картины, предметы быта – все, что напрямую связано с жизнью основоположника осетинской литературы, снова в его родном доме. Во время демонтажа одной из стен в плачевном состоянии обнаружили роспись «Вид населения Нар». Полотно воссоздали, и теперь оно украшает верхний этаж музея. Восстановили и древний храм на огромном валуне в селении Дагом. Полностью они сделали проект восстановления святилища, и вот буквально размером до сантиметров мы выполнили все. То есть расчистили наружные стены, зачеканили их, обмазку произвели вокруг, по всему периметру, заменили крышу, то есть тоже по тем канонам, которые строили когда-то. Значит, крыша у нас из сланца, какая была. Всю прилегающую территорию мы тоже прибрали, восстановили вот подпорную стену, она тоже была практически развалена. Преобразили республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма Фарн, Осетинская церковь во Владикавказе, Эллинская церковь в селении Фараската и Равского района. А Свято-Георгиевский собор с 5 куполами и шатровой колокольней теперь украшен венецианской отделкой и величественной люстрой со множеством свечей и лампад. Всего к празднованию 1100-летия крещения Алании отреставрировали 14 объектов культурного наследия. Тесно сотрудничали с именитыми реставраторами, которые нам оказывали методическую, техническую помощь, консультировали при возникновении каких-то спорных вопросов. 1100-летие крещения Алании, конечно же, стало одной из главных тем ежегодного церковно-общественного форума. Он проводится под почетным председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла и собирает 1000 участников. В этом году в программе юбилейных 30-х международных образовательных чтений состоялась выставка «Святая Алания». Свои работы представили ученики детской художественной школы Владикавказа имени Сослана Тавасиева. Эти рисунки отражают то, как дети видят свое отношение с Богом, как они понимают, что такое тысячелетие, как они верят, в конце концов. То есть это рисунки от отражения их внутреннего мира. Это портрет Марии Ясыни, одной из самых ярких аланок и мудрых правительниц. Ее святой образ стал одним из древнейших символов исторического единства Руси и Осетии. В рамках конференции состоялась презентация коллективной монографии «Великая княгиня Владимирская Мария Ясыня в русской истории». Приветствие святейшего патриарха зачитал архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим. Эта дата имеет важное историческое значение для республики. Сегодня, окидывая мысленным взором минувшие 11 веков, мы свидетельствуем о промыслительном характере данного события. Совершив исторический выбор веры, народы этой древней земли приобщились к великой христианской цивилизации и тем самым предопределили свое будущее. 1100-летию крещения Алании посвящена открывшаяся в Эрмитаже выставка «Сокровища Аланского царства». Впервые представлены вместе памятники аланской культуры из коллекции музеев республики и страны. Экспозиция представлена в 4 залах Зимнего дворца. Построена по хронологическому принципу. Это позволяет зрителю проследить изменения и сохранение ее культурных традиций. В числе 500 экспонатов – парадное оружие, конская упряжь, ювелирные изделия, стеклянная керамическая посуда, костюмы, фрагменты церковного убранства и предметы христианского культа. Выставка сопровождается большой просветительской программой с участием сотрудников Эрмитажа, представителей научной группы проекта, деятелей культуры и искусства Санкт-Петербурга, Москвы и Владикавказа. Сегодня показаны те экспонаты, которые никто никогда еще не видел. И мы договорились с Михаилом Борисовичем, что эта выставка будет и у нас в Осетии. Есть что посмотреть, и прослеживается история. Важно это или нет, конечно, важно.
Мы же должны понимать, да, знать свою историю. А здесь сегодня показаны вещи, которые еще до нашей эры были. Первый век до нашей эры. То, что мы связываем это с 1100-летием крещения Алании, это тоже становление государства. Вот. Поэтому я думаю, что для нас это очень важно. Дни Эрмитажа прошли и в Северной Осетии. У жителей и гостей региона была уникальная возможность узнать еще лучше историю Алании и византийских древностей. А еще крупнейший музей страны привез в республику несколько уникальных экспонатов. Некоторым из них больше 2000 лет. Печать Гавриила, экскурсия кратера Алании и Иоанна, митрополита Алании в нашей республике представили впервые. Их считали высшими знаками византийской аристократии. Все хрестоматийные вещи – реликвии Аланского царства. Мы хотим немножко рассказать об Эрмитаже, поэтому мы частичку его привезли. Коллектив, который здесь, мы постараемся, чтобы познакомить и с сегодняшним музеем, и с нашими традициями. На площади Свободы прошли ключевые праздничные мероприятия в честь 1100-летия крещения Алании. Участие в них приняли известные хоровые коллективы со всей страны. Яркое театрализованное представление, историческую реконструкцию крещения Алании представил конно-драматический театр «Нарты». Зрелищное незабываемое представление покорило зрителей. Сотни людей на площади, еще тысячи могли наблюдать за происходящим в прямом эфире Первого национального. Престольный праздник Рождество Пресвятой Богородицы в этом году отмечали с особым торжеством. Службы прошли во всех храмах, а после традиционный крестный ход. Его возглавил архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим. В рамках празднования масштабного юбилея организовали фестиваль «Колокольный звон». У прихожан была уникальная возможность обучиться азам древнего искусства. Мастер-класс от одного из лучших звонарей страны Алексея Пугачева стал частью программы фестиваля. Мастер-класс прежде всего даем для обычных людей, которые, может быть, и никогда не поднимались на колокольню, а сейчас у них такая есть возможность. Ну, потому что в традиции церкви обычно на пасхальной неделе разрешается всем подниматься на колокольню. Ну и сегодня тоже такой шанс предоставляется всем желающим. И, пожалуй, самым долгожданным событием для жителей нашей республики стал визит святейшего патриарха Кирилла. В аэропорту предстоятеля Русской Православной Церкви встретили вице-премьер Александр Новак, полпред президента ВСКФО Юрий Чайка, глава республики Сергей Миняйло и архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим. Добро пожаловать в Осетию. Спасибо. В плане мероприятий, посвященных 1100-летию крещения Алании, этот день занимает особое место. Святейший патриарх совершил чин великого освящения кафедрального собора Святого Георгия Победоносца, окропил стены святой водой и в особенно торжественной атмосфере провел божественную литургию. Несмотря на просторность кафедрального собора, вместить такое количество верующих невозможно. Поэтому причастие проходит не только в зале храма, но и на улице. Здесь с самого утра сотни людей. В подарок собору Святого Георгия передал икону Божьей Матери умягчения злых сердец. Обращаясь к прихожанам, патриарх напомнил о силе и важности веры, пожелал мудрости и крепости сил народам Северного Кавказа. Для каждого из присутствующих на службе эти моменты стали особенно волнительными. С утра, когда приехали, очень было много желающих, которые хотели попасть на службу, потому что это действительно очень великое событие для нашей республики. Каждый счастлив попасть сюда и присутствовать на этой службе. А после патриарх почтил память жертв Бесланского теракта. Под пение церковного хора предстоятель Русской Православной Церкви совершил литью поклонного креста на месте теракта и оставил запись в книге памяти. Затем делегация направилась на мемориальное кладбище город Ангелов. Патриарх возложил цветы к памятнику сотрудникам спецподразделений, погибших при освобождении заложников. Разные люди, судьбы и общая вера, которая вот уже 1100 лет является путеводной звездой православных христиан. В ней находят утешение, спасение и надежду. Такая по-настоящему знаковая дата и такое заслуженно масштабное празднование. Эти события навсегда впишут в историю нашей республики, а эта радость еще много лет сохранится в сердцах жителей Алании. Валерия Кузаева, Мария Котаева. Специально для программы «В итоге».